Коммунизм – это сизифов труд. Рассказы Лукмана. Лукман Закиров, старейший писатель Татарстана. Ему 97 лет. Меня зовут Алиса, я подбираю его произведения для их озвучки и размещения в интернете. Рассказ 6. Сизиф и коммунизм. Царь из Коринфа Сизиф, прославившийся по всей Греции своим умом и хитростью, был осужден богами за попытку уйти от неизбежного и тем самым нарушить заданный ход событий. Сизифа приговорили к тому, чтобы он вечно вкатывал в гору тяжелый камень. Приговорили его к вечному и бессмысленному труду. И Сизиф начал отрабатывать наказание. Всякий раз, когда Сизифу ценой жизни удавалось приблизиться к вершине горы, камень вырывался из его рук и скатывался вниз. Так повторялось без конца, и Сизиф снова начинал вкатывать камень, надеясь на успех. Древнегреческий миф о Сизифе говорит нашему поколению о многом, ибо наше поколение наверняка тоже наказано Богом за попытку уйти от неизбежного. Скажем, за стремление уйти от смерти и судьбы, освободиться от земного притяжения, взять верх над природой, за безбожие, за жестокость и так далее. Но советское общество наказано Богом более строго, чем древнегреческий царь Сизиф когда-то. Если Сизиф потратил на выполнение невозможного только одну свою жизнь, то на построение невозможного коммунистического общества ушли уже десятки миллионов человеческих жизней, если не больше. Ведь попытка построить идеально справедливое общество была начата еще социалистами-утопистами 500 лет назад и продолжалась коммунистами. Только в СССР, пытаясь достичь сизовой вершины, сломали шею десятки миллионов людей. И к этому напрасному труду и напрасному кровопролитию даже сейчас уже подключено постсоветское поколение. Скиф не смог уйти от неизбежного и не смог совершить невозможного, но его все-таки можно понять, ибо он был наказан Богом. А мы, современные атеисты, даже зная о трагедии древнегреческого царя Сизифа, пытаемся вкатывать в бесконечную гору тяжелейший, никому не нужный камень, передавая его из поколения в поколение. Подобно Сизифу, каждое молодое поколение бралось за дело с новой надеждой и верой в успех. А о бессмысленности своего труда каждое поколение догадывалось лишь под старость лет, когда уже на пустое дело потрачена вся жизнь, и когда даже стыдно признаться в своем промахе. Но в обществе есть такие люди, которые начинали понимать о нашем сизифовом труде не под конец своей жизни, а в зрелом возрасте. Этих людей называли диссидентами. Они не только сами отказывались от вкатывания в гору ненужного сизифового камня, но и агитировали за это других. О невозможности уйти от смерти сейчас знает почти каждый, а вот о невозможности объять необъятное знают еще не все. И, пожалуй, в этом заключается наша трагедия. Ведь при коммунизме все люди должны быть равными, на что и клюют простые люди, мечтая стать наравне с самым высоким начальством. А это, оказывается, явление невозможное, ибо лидер, обещающий равенство людям, кто бы он ни был, Маркс, Ленин или нынешние новорусские правители высокого ранга, ни в коем случае сами не желают быть наравне с ними
ибо в противном случае теряется смысл их стараний. Если даже останутся на земле только двое, то непременно один из них окажется привилегированным.